Что вместо теннисных кортов появится в Центральном парке и как во Владикавказе отметили День физкультурника? Об этом и многом другом расскажем прямо сейчас. В эфире новости на телеканале «Осетия». В студии Елена Черенкова. Здравствуйте. И главные темы выпуска. Владимир Путин приехал на Северокавказский форум «Машук-2018». Глава государства осмотрел территорию лагеря и даже немного задержался у стенда североостинской делегации. На КПП Верхний Ларс сохраняются километровые очереди. Таможенники обещают спад к началу сентября. А пока люди надеются на быстрый проезд через российско-грузинскую границу. Сколько ждут, расскажем. В тройке сильнейших ансамбль танца «Сармат» завоевал бронзу на международном фестивале в Турции. Остинские танцоры обошли представителей 24 государственных и академических ансамблей из разных стран мира. Пробка на КПП Верхний Ларс растянулась на несколько километров. Проезда через российско-грузинскую границу ждут как легковые, так и грузовые машины. Всего около 4000 единиц транспорта. Такое скопление машин в пик летнего сезона – привычная ситуация. Пропускная способность Верхнего Ларса превышена в разы. Таможня работает в круглосуточном режиме, но время ожидания практически не сокращается. Подробный репортаж о ситуации на российско-грузинской границе подготовил мой коллега Николас Джоев. По номерам машин можно изучать географию страны. Люди едут со всех регионов. Для того, чтобы оказаться на пункте пропуска, необходимо стоять в очереди не менее 8 часов. Каждый автомобилист терпеливо ждет своей очереди. Многие преодолели тысячи километров, чтобы отдохнуть в Грузии. Пробка для них – последнее испытание. Я первый раз попал в такую ситуацию. Я никогда в жизни не мог представить, что на границе можно простоять 7 часов. Ну, клянусь, правда. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы все это быстрее проходило, потому что стараюсь быстрее приехать в отпуск. Отпуск не резиновый. На вопрос, почему на границе скапливается столько машин, у пограничников ответ простой. Пункт пропуска не рассчитан на такое количество людей. Ежедневно границу пересекают до 15 тысяч человек, в то время как сам пункт пропуска рассчитан на 4000 человек в сутки. Таможенные органы, пограничным органам созданы дополнительные кабины паспортного контроля. В прошлом году создали 2 кабины паспортного контроля на линиях, на резервных. В этом году, так как мы ожидали, прогнозировали этот пассажиропоток, дополнительно создали открыли 4 линии для движения транспортных средств. Каждая линия это порядка 600 человек, то есть увеличили пропускную способность порядка на 2500. Наряду с легковым транспортом в пробке стоят и большегрузы. Увеличение потока людей напрямую сказалось и на них. Часть полос, предусмотренных для пропуска большегрузов, была отдана легковому транспорту. Сколько вы здесь стоите? 1 день назад, сегодня 2 дня. То есть вы в пробке уже 2 дня стоите, да? 2 дня дорога жду. Таможенная работа не хочу. Красиво нет. Чуть-чуть чаще. Таможенная служба, в свою очередь, также постаралась ускорить прохождение грузов. На пункт пропуска прикомандировали дополнительный штат сотрудников. Для грузового транспорта выделены отдельные полосы, 4. 2 на въезд и 2 на выезд. И время досмотра зависит от объема, количества перевозимого товара. По словам пограничников, километровые пробки на пропускном пункте Верхний Ларс сохранятся до первых чисел сентября. Николас Джоев, Хетак Пливигрович, Сховский, Хетак Тоев, Новости Осетии. И возвращаемся к главной теме этого дня – молодежный форум «Машук», в котором участвует сотня наших ребят. Сегодня в центре внимания. В Пятигорск прибыл президент России Владимир Путин. Познакомился с участниками, посмотрел проекты, экспозиции, поделился впечатлениями. На «Машуке» находится и наш корреспондент Сабина Агатагова. Мы связались с ней по телефону. И вот что она нам рассказала. Владимир Путин прибыл на Машук в 12 часов дня. Его встретили представители всех делегаций, которые принимают участие в форуме. Президент ознакомился с проектами участников, высоко оценил автора проекта «Родовые башни». Зурбек Цалагов из Северной Осетии рассказал президенту о концепции своего проекта. Пояснил, что он реализуется в Северной Осетии на протяжении уже нескольких лет в селении Унау. В прошлом году Зурбек Цалагов выиграл на Машуке грант на создание этнографического музея в древнем строении.
открытие которого состоится уже 17 августа. В нем туристы смогут познакомиться с традиционными предметами быта осетин, а также президент поздравил ребят с открытием первой смены, которая состоялась 10 августа, поблагодарил участников за их активность и инициативность, ответил на вопросы ребят в ходе экскурсии по территории форума. Отметим, что такой визит президента на форуме первый. Сабина Гатагова специально для программы «Новости Осетии». Жители гостиницы «Коммунальник» на проспекте Коста продолжают сражаться за свои права. Напомним, в 2003 году здание общежития получило статус гостиницы, и проживающие там люди были вынуждены начать платить как за гостиничный номер. В месяц выходит от 4 до 6 тысяч рублей. Сейчас жители, а их более 200 человек, требуют смены руководства. Говорят, платим исправно, однако задолженности образовываются из ниоткуда. Разобраться в проблеме накануне вечером отправились заместитель председателя правительства республики Ахсарбек Фадзаев и министр ЖКХ Альберт Сокуров. Как прошла встреча, знает Виктория Базгадзе. Рядом с гостиницей «Коммунальник» снова много людей. На часах 8 вечера, но это никого не останавливает. Арест нам не сделали, пенсию у меня несколько месяцев не дали. Второй раз снова возобновили вот это судебное решение. И до сих пор я на улице. Половина жильцов этой гостиницы имеют большие долги за жилье. Есть решение суда, по которым люди могут оказаться на улице. Это первое. Во-вторых, откуда, собственно, эти долги берутся? Люди возмущены некомпетентностью руководства. И сейчас бы мы хотели назначить своего человека директором, чтобы мы как-то уже контролировали денежные приходы. И тогда люди будем делать реструктуризацию, будем людей как-то говорить с каждым человеком по отдельности, решать наши проблемы и оплачивать, вот, как говорится, ресурсоснабжающим организациям. Мы очень долгие годы ходим, мы долгие годы изучаем законы, и не первый день, и не 2 года. Нас очень сильно потаскали по судам, подергали. Вот как можно воевать с людьми, с пенсионерами, у которого пенсия уходит на эту плату? Люди не понимают, за что они должны деньги, если регулярно платят. Постоянная смена директоров не позволяет проследить финансовые потоки. 3 месяца гостиницей никто не руководит. Люди обращались во все инстанции. На встречу в очередной раз пришли министр ЖКХ, топлива и энергетики Альберт Сокуров и заместитель председателя правительства республики Ахсарбек Фадзаев. Конечно, все зависит от 2 сторон. И зависит от руководителя, прежде всего, этого ГУПа, государственного унитарного предприятия. Как всегда, человеческий фактор всегда важен. Это никто не отменял. И второе, зависит от самих жильцов. Насколько они соблюдают дисциплину платежей. Это тоже мы понимаем, поэтому пошли навстречу и снизили тариф до минимума. Чтобы предприятие не было постоянно в долгах, поскольку если уровень платежей и сам тариф будет минимальный, и доходы не позволят рентабельно работать, это неминуемая процедура банкротства. Вопрос назначения Луизы Султановой на пост директора гостиницы тоже шаткий. Представители власти запрашивали справку с места работы женщины. Там написано, что занимаемая ее должность не является руководящей. Это значит, что по закону Луиза Султанова не может быть директором, но споры не прекратились. Решение вынесли на народное голосование. Все остальные также поддерживают. Просто хотела бы знать мнение. Мы все поддерживаем. Мы вам принесем, все вы сомневаетесь в голосах вот этих жильцов. Мы вам предоставим, лично вам, мы предоставим всех подписей. И их тоже предоставим. 140, сколько здесь, 130 чем-то комнат. Мы вам все предоставим подписи вместе с данными паспортными данными. И в чем причина? Вопрос больших долгов и неподходящего руководства остался висеть в воздухе. Ахсарбек Фадзаев пообещал лично проверить все законные пути, по которым можно удовлетворить просьбы жильцов. Однако пока не ясно, случится это или нет. Виктория Базгадзе, Зарубек Кадзаев, Владислав Туаев. Новости Осетии. И переходим к нашей ежедневной рубрике «Темы». Мы рассказываем о самых обсуждаемых новостях федеральных СМИ. Моя коллега Бела Бекоева сделала подборку главных тем этого дня и уже готова ими поделиться. Белла, тебе слово. Здравствуй, Елена. Совет Федерации предложил привлекать к ответственности за незаконную продажу автономеров. А Роспотребнадзор открывает горячую линию в помощь родителям школьников. О самых актуальных новостях прямо сейчас.
Федерации предложили ввести уголовную ответственность за незаконную продажу автомобильных номеров, а также выделить в отдельный состав преступления угон автомобиля в нетрезвом состоянии. По словам председателя Комитета Совета Федерации по регламенту Андрея Кутепова, при квалификации угона необходимо учитывать дополнительные факторы. Например, способ угона, перекраску машины и длительность пользования транспортным средством. Сенатор отметил, что в настоящее время подобные действия подпадают под статьи о краже или об угоне без цели хищения. Таким образом, у преступников есть возможность получить более мягкое наказание. Андрей Кутепов также предложил разработать единый информационный комплекс, который включал бы базы данных транспорта, пересекающего границы России, и автомобилей, получивших значительные повреждения при ДТП, а также страховых компаний. Цены на авиабилеты на рейсы из России за рубеж выросли с сегодняшнего дня из-за падения курса рубля. По данным компании сервисов по продаже билетов, на зарубежные направления цены выросли на 5-8%. Из-за снижения рубля к доллару и евро Международная ассоциация воздушного транспорта решила изменить курсы валют в системах бронирования. Еще на прошлой неделе американская и европейская валюты подорожали примерно на 5 рублей. Сейчас падение рубля уже прекратилось, однако цены на билеты уже изменены. Роспотребнадзор с завтрашнего дня открывает всероссийскую горячую линию по вопросам качества товаров для школьников. На сайте ведомства сообщается, что консультации будут проводиться до 4 сентября. В ведомстве подчеркнули, что ежегодно к ним обращаются тысячи родителей школьников. Больше всего их интересуют требования, предъявляемые к качественным характеристикам одежды, обуви, школьных ранцев, учебников и канцелярских товаров. Также важными вопросами остаются безопасность детских игрушек и правила их возврата и обмена. Кроме того, на горячей линии родители получают рекомендации по правильному переключению детей на учебный процесс после каникул. Елена, на этом у меня все. Будем дальше следить за развитием событий в нашей стране. Спасибо, Белла. Ну а мы продолжаем наш выпуск. Сегодня сотрудники республиканского МЧС провели для детей мастер-класс по скалолазанию. Небольшой инструктаж, и юные альпинисты, снаряженные страховочным оборудованием, уже лезут в гору. Для них подготовили 10 трасс различной сложности. Удалось ли ребятам покорить свою высоту, расскажет наш корреспондент Хетак Плиев. Не просто смотреть и удивляться, а самим вот так запросто, как взрослые, подняться на самую вершину. Случай полазить по скалам выпадает не каждый день. От такого приключения не откажется ни один ребенок. Как тебе понравилось? Очень сильно понравилось. Сильно? Да. Это первый раз ты лазишь? Да. А еще в последующем собираешься? Да. Что тебе не понравилось? Может, подъем? Прилив адреналина. Это один из самых известных скалодромов Северной Осетии. Здесь 10 маршрутов разных сложностей. Приехать и подняться на вершину может каждый. Получить необходимые навыки ребятам помогают специалисты поисково-спасательного отряда республиканского МЧС. Как обращаться с оборудованием, выбирать удобный способ подъема. Секретов скалолазания много, но главное – начать. Такое нехитрое оборудование способно выдержать нагрузку от 1,5 до 3 тонн. Все системы выполнены с запасом, от крючков и до веревок. Самое сложное, по словам специалистов, это найти зацеп на скалах. Готова страховка? Готова. На этот скалодром приезжают разные группы. Сегодня здесь ребята из многодетных и малообеспеченных семей. Их учат азам скалолазания. Специалисты отмечают, эти навыки могут пригодиться в жизни. А кроме того, рассчитывают, что дети заинтересуются этим видом спорта. Северо-Осетинский поисково-спасательный отряд провел показательное занятие по альпинизму и скалолазанию для детей. Занятие приурочено к годовщине. 8 августа исполнилась круглая дата альпинизму. Подобные акции проводятся регулярно. Это проходит под знаком главной ведомственной темы года – культура безопасности. Ребят вывозят не только на скалодромы, но и знакомят с работой пожарных частей, спасотрядов. В МЧС рассказывают, всегда готовы рассказать и научить. Дети довольны. Хетак Плиев, Алан Суанов, Новости Осетии. Образцовый детско-юношеский ансамбль танца «Сармат» занял почетное 3-е место на международном фестивале в Турции. Делегация Северной Осетии представила в рамках конкурсной программы 20-минутную композицию. В нее вошли национальные танцы симт, молодежный, круговой и плавный. Юным танцорам удалось обойти представителей 24 государственных и академических ансамблей из разных стран мира, включая Испанию, Иран, Аргентину, Южную Корею. Благодаря успешному выступлению североосетинского ансамбля Россия впервые за 7 лет стала призером этого престижного фестиваля. Мы попали туда по приглашению турецкой стороны, чему были несказанно рады. Это большой международный фестиваль.
Он 6 раз был признан лучшим в мире за 19 лет существования. Современная спортивная площадка вместо теннисных кортов должна появиться в Центральном парке Владикавказа. Сейчас там идет масштабная реконструкция. Уже этой осенью горожане смогут прогуляться по обновленному парку. Вот только с планом работ согласны не все. Горожане уверены, нельзя было сносить теннисные корты. Инициативная группа даже написала письмо на имя Вячеслава Битарова с просьбой сохранить площадки. Все подробности в материале Аланы Тамаевой. Работа здесь кипит каждый день. К масштабной реконструкции Владикавказского центрального парка приступили совсем недавно, но сделали уже немало. Напомним, зону для благоустройства жители города выбирали сами путем голосования. Но, несмотря на этот факт, недовольных все же много. Яблоко раздора – 2 теннисных корта. С первых дней реконструкции общественный резонанс и споры вызывают теннисные корты. Их уже снесли, на их месте планируют заложить несколько спортивных и детских площадок. Но, как выяснилось, этот план одобряют далеко не все. Инициативная группа отправила письмо главе республики, попросили не лишать их возможности заниматься спортом и заверили, что эти корты являются историческим наследием. В свою очередь специалисты и историки, работающие над проектом, придерживаются другого мнения. Дело в том, что сами корты были расположены так, что блокировали большую часть парка для гуляющих. Это была огромная асфальтированная территория, огороженная большим забором. По мнению архитекторов, парк изменится до неузнаваемости благодаря такой логистической перестройке. В данном месте большой объем занимает асфальт. Собственно, это совсем не парковое решение. Вот. Также мы ссылались на генплан 1911 года. В данном месте были просто пешеходные дорожки, еще действовали пруды. Поэтому мы немножко изменили логистическую сеть движения пешеходов, и у нас появились вот зеленые газоны, зеленые насаждения и дорожки в том месте. По плану здесь появится большая зона отдыха, спортивно-тренажерная площадка, площадка для бадминтона и детская зона. Для каждого горожанина они будут в свободном доступе. Также здесь уложат удобные для гуляющих пешеходные дорожки. Архитекторы заверяют, при разработке проекта думали в первую очередь именно о парковой составляющей. Согласны с тем, что теннисные корты людям нужны, но логичнее сделать их в другой части города. Необходимо предусмотреть в другом месте города теннисные корты уже с раздевалками, с какими-то зрительскими местами, чтобы любителям тенниса было более комфортно играть. Работы в Центральном парке из-за большого объема разделены на этапы. Первый планируют закончить к концу осени. В планах полностью восстановить исторический облик парка и сделать его максимально комфортным для жителей. Алана Тамаева, Хетак Гапоев, Новости Осетии. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алан Хугаев назначен главным тренером сборной России среди спортсменов до 23 лет. Сейчас Алан продолжает тренировки в Владикавказе, а после готовится к знакомству с новой командой. Первый сбор будет через 3 недели в Кабардино-Балкарии. Затем команда отправится на международные соревнования в Минске. Отмечу, что в сборной России сейчас около 50 человек, 5 из которых наши соотечественники. Ну и напомним, 29-летний Алан Хугаев является чемпионом Олимпийских игр 2012 года в Лондоне по греко-римской борьбе и серебряным призером чемпионата Европы 2011 года. С командой еще не знаком. Сейчас через месяц поедем в Минск на турнир, и там я уже знакомлюсь с ребятами, посмотрю, кто первый, второй номер, и уже будем оттуда отталкиваться. Это уже резерв сборной команды страны, которые готовятся и на чемпионаты мира, на Олимпийские игры. И среди 23-летних можно сказать, что полсборной претендуют на место в сборной в плане на участие в Олимпийских играх. Поэтому работа будет взрослая, и поэтому они все понимают. Уже так небольшой разговор был, понимание у них есть, что работа будет такая жесткая, тяжелая и совсем не молодежная. Во Владикавказе отметили День физкультурника. В Олимпийском парке собрались все, кто неравнодушен к спорту. Организаторы предусмотрели тематические площадки, веселые старты, детская зона, зона ГТО и футбольный мастер-класс. По традиции изюминкой программы стала зарядка с чемпионом. Ее для ребят провели одни из самых титулованных спортсменов. Многократная чемпионка мира по армспорту Ирина Макеева и призер первенства мира по вольной борьбе Аксарбек Гулаев.
Также гости праздника увидели показательные выступления по айкидо, интеллектуальную викторину на знания спорта и различные конкурсы. Победителям и участникам вручили грамоты и памятные подарки. Напомним, День физкультурника празднуется в России ежегодно во вторую субботу августа и ведет свою историю с 1939 года. На выходных в Владикавказе погода не позволила провести праздник на улице, и его широко отметили только сегодня. Я занимаюсь чирлидингом. На этом мероприятии я выступаю со своим танцем помпона. Мне очень нравится такой вид спорта, как чирлидинг, потому что он очень яркий, грациозный. Здесь собралось много именитых спортсменов, и они нам, детям, показывают, что нужно делать, чтобы стать такими же, как они. Мы уделяем этому мероприятию достаточно серьезное внимание. Несмотря на то, что это не профессиональное спортивное мероприятие, но тем не менее это есть пропаганда здорового образа жизни. Очень важно у детей со школьного возраста приучать к этой здоровой привычке. И поэтому не случайно мы в такой игровой форме, в конкурсной форме решили этого достигать. К этому часу это вся информация. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.